Что касается разнообразия форм, количества струн якутских струнных инструментов, то прежде всего отметим почти полную, к сожалению, утрату исполнительских традиций. Вот процесс создания струнных и ударных, а также духовых народных инструментов активно начался в советские 60-е годы, когда Дом народного творчества в Якутии возглавлял Гаврил Гаврилович Сыромятников, задавшийся целью создать в каждом районе Улуси оркестры якутских народных инструментов. Первые мастера в поисках формы якутской скрипки основывались на описаниях инструментов, собранных от старожилов, знатоков старины, первым якутским композитором-фольклористом Марком Николаевичем Жирковым, или опирались на рисунки реконструкции легендарных древних инструментов художника-этнографа Михаила Михайловича Носова. В этой витрине собраны сохранившиеся инструменты первого оркестра якутских народных инструментов, созданных махначевскими Василием Авсентьевичем и Марией Васильевной из села Бердигистях Горного Улуса. Вот они назвали эти 3- и 4-струнные смычковые инструменты. Одни назвали кылыгах или кыллах кырымпа. Кырымпа – это вообще-то объякученное слово «скрипка». А тюркское слово «кыл» везде обозначает конский волос. Что касается слова «кылыгах», то это фальцетный призвук, являющийся отличительной особенностью этнического звукоидеала якутов, протяжного пения нашего. Этот ритуальный стиль пения, благопожеланий на свадьбе, обращенный к божествам на главном календарном празднике Исыхи, проводимом в день летнего солнцестояния. А второе название «кылыгах» подчеркивает, что только на инструменте, струны и смычок которого сделаны из конских волос, можно извлечь кылыгаха. В нашем музее вы можете увидеть разные кырымпы, разных мастеров, изготовленные в советское время. К сожалению, повторю, древние инструменты не сохранились. Вот эта крымпа названа Уйкоа, лунная девушка, мастером музыкальных инструментов из Абыйского Улуса, автором многих песен. У нас в республике самодеятельных композиторов называют мелодистами. Знатока фольклора Кутуруксута, помощника знаменитого абыйского шамана Константина Чуркова, в советское время называемого земляками Юэттенайдарылах, одаренным свыше Прокопия Егоровича Слепцова по прозвищу Оюн Борокоппай, в советское время часто представлявшего шамана на сцене. Он был изготовлен, этот инструмент, в 60-е годы. При открытии нашего музея он был подарен нам лично самим мастером в 1989 году. Почему так назван инструмент? Как вспоминают дети Прокопия Егорыча, отец рассказывал им известную почти у всех народов сказку «Лунная девушка», которая в его варианте взяла с собой кырымпу на Луну, и когда она тосковала по родной земле, то играла на своем любимом инструменте. Вот это вторая кырымпа, Чорон, мастера из Амгинского Улуса, автора тоже песен, мелодиста, талантливого человека Ильи Михайловича Неустроева по прозвищу Илья, песенник, буквально одержимого желанием возродить искусство игры на струнных инструментах. Крымпа того же мастера Ильи Михайловича Неустроева Серге, канавязь. В основном мастер давал названия, исходя из формы изготовленных им крымп. Например, у него была крымпа по названию сундук. У нас сохранились редкие кадры игры на крымпе Ильи Михайловича Неустроева.
По воспоминаниям выдающегося этномузыковеда Эдуарда Ефимовича Алексеева, до появления 3-4 струнных кырымб, как и у других народов в Сибири, у якутов были однострунные инструменты. Эдуард Ефимович встречал в экспедициях инструменты, корпус которых был сделан из консервных банок ленд-лиза, тушенки из американских посылок во время Великой Отечественной войны. Стоило нам только поразмышлять в присутствии народного мастера Руслана Габышева о том, что генезис струнных инструментов, несомненно, был связан с звучанием тетивы охотничьего лука, а тетива другого лука – это, несомненно, архетип древнего смычка, так на следующей неделе он появился с многослойным охотничьим луком из лиственницы и детским луком-смычком. Струна сплетена особым способом из конского хвоста и снабжена для регулировки каподастром. И от природы новатор он еще добавил также сверху деревянную пластину, варган, до которой исполнитель или дотрагивается пальцем, или, приложив губы, дышит через него, издавая гудение ветра и другие звуковые имитации эоловой арфы. Дерево, разбитое молнией, которое моментально сгорает и высыхает с уже измененной структурой. Говорят, оно гудит от ветра. Несомненно, первые деревянные хомусы, варганы, делались из щепок таких деревьев. И поначалу носители анимизма имитировали голос духа хозяина этого дерева, пытались на его языке донести свои просьбы до сакральных адресатов. В сольных концертах Руслана Габышева этот раздел с охотничьим луком имеет большой успех у зрителей. Появление этого уникального мастера-самоучки из Медино-Кангаласского улуса, села Майи, шофера, игравшего и певшего на гитаре, солдатом, служившего в Монголии, где удивлялся Моринхуру, с детства игравшего даже на бельевой веревке. У нас в деревнях из-за отсутствия в послевоенных магазинах эти веревки долго-долго делались из кожи. Передвигаясь по повешенной внутри амбара веревке с зимней одеждой, он исследовал законы звуковысотности, иногда просил младшего брата повисеть на руках в определенном месте, что настраивало струну на определенный тон. А сам играл на этой струне мелодии песен, вот как сейчас на луке он играет, остальные мальчики танцевали, был и ударник, одноклассник, аккомпанировавший на пустом чемодане. Вот первая кырымпа Руслана Габышева 2009 года. По сравнению с инструментами других мастеров, сделано, можно сказать, грубо, но является самым любимым для автора. Толстый корпус изготовлен из сухой осины, трапециевиден, как якутский камелек с закругленными углами, пустотелый, внутри открытый, длинная шейка с натянутыми 3 струнами из конского хвоста. Неказистый инструмент в руках мастера прекрасно звучит, несмотря на грубость, неотшлифованность отделки и новаторство всех деталей конструкции. Вот сама форма инструмента похожа на деревянный совок с мембраной из высушенной, не мятой, а выскобленной кожи коровы. Если ее заменить деревянным покрытием, то звучание становится, как говорит мастер, монгольским.
Закрыть снизу корпус он тоже пробовал. Закрытый деревом резонатор звучит хуже. Струны он плетет своим способом из конского волоса. Интересно, что он всегда называет и хозяев, и клички лошадей, из хвостов которых срезаны волосы для струн. Вот точность такого знания происхождения струн продиктована, как он говорит, необходимостью их возобновления при утрате. Замена на струны, сделанные из других волос, других коней, по словам Руслана Прокопьевича, сказывается на звучании, так как структура волос, по его мнению, видимо, все-таки индивидуальна. Обратим ваше внимание, что струны у инструментов Габышева не на одной подставке, как до него делались все предыдущие якутские кырымпы в подражание европейским скрипкам. У каждой его струны своя передвигаемая подставка. И настроены они нашим экспериментаторам не по-европейски, как все предыдущие якутские кырымпы, а элементарно. Все настроены на один тон, одинаково. Какой это дает эффект? При одновременном звучании струн не возникает европейских благозвучных консонансов терций, квинт, секст. Многоголосие якутов встречается только в ритуальном круговом танце асохой, когда хор всех участников вторит запевали. Каждый в хоре поет в своей тональности, в удобном для себя регистре. Так спонтанно возникает гетерофонная полифония, успешно воплотить которую композиторскими средствами пока не удавалось. Секрет национального народного многоголосия интуитивно уловлен Русланом Габышевым и воплощен в его принципе настройки всех струн на один тон. Послушайте импровизируемую Русланом Габышевым композицию «Подражание Асохою», исполняемую на кырымпе, названной мастером Асохой. По его мнению, именно на этом инструменте лучше всего исполнять мелодии запевалы и хоровые ответы участников. Он даже отметил эту особенность круговой резьбой танцующих хоровод вокруг корпуса кырымпы. Отметим также соседство белых и черных струн. Инструмент изготовлен из найденной в тайге сухой сосны. Конечно, обычно, найдя такое дерево во время своих лесных экспедиций, мастер сразу приступает к изготовлению и возвращается с уже готовым инструментом, потому что даже конские волосы он находит на кюре, якутской изгороди. Что касается материала для струн, то опытным путем выяснилось им, что при замене струн меняется звучание. И мастер предполагает, что структура волос разная, все-таки и индивидуальная. Поэтому сейчас на случай замены струн у Руслана отработана система поставки волос из конских хвостов. Известны клички и животных, и их хозяев. Вот кырымпа Асохой примечательна тем, что на грифе соседствуют белые и черные струны. Назовем поставщиков. Белые волосы из хвоста коня по прозвищу Куллурут, принадлежащего известному коневоду и жокею из села Хара. Черные волосы от хвоста лошади по кличке Харачан, коневода из села Хаптагай Дмитриева Павла Ивановича. В 2011 году из сухой сосны изготовлена однострунная кырымпа «Кыс-кыс-кайдан». Название связано с образом женского эпического персонажа из Нижнего мира – девки Абасы. Мастер так назвал этот инструмент из-за пронзительности его звучания, что присуще визгливому характеру пения
этой взбалмошной антигероини Оломхо, короткая мелодия которой с хазматическими скачками является как бы карикатурой мелодики кётюнки, танца прыжком, быстрой части круговых танцев. Открытый снизу корпус, длинная шейка с натянутой белой или черной одной струной, сплетенной из конского хвоста. А мембрана сделана также из коровьей кожи. А вот напоследок сверхинновация якутского мастера Руслана Габышева «Крымпа Оннер» «Старик», изготовлена в 2014 году после концерта и встречи с народными музыкантами из Монголии. И он ее делал в присутствии старейшего мастера музыкальных инструментов Александра Ивановича Чахова, который имеет несколько книг о якутских национальных инструментах. Вот круглый пустотелый корпус, длинная шейка из сырой лиственницы с натянутыми двумя гитарными струнами, но в отличие от бас-гитары струны натянуты выше над шейкой, поэтому достигается звучание более низкое. Два колка. Корпус инструмента изготовлен из сухой сосны. Мембрана, как всегда, из высушенной, немятой, выскобленной кожи коровы. Из комментариев мастера. Этот инструмент – мини-оркестр. 3 инструмента в одном. Во-первых, струнно-смычковый. Во-вторых, можно играть без смычка, как на щипковом струнном инструменте. И в-третьих, корпус позволяет использовать его как ударный инструмент.